Площадь перед Дворцом культуры уже по традиции четвертый год подряд заполняется красочными торговыми павильонами. Каждое муниципальное образование и район республики представлен здесь отдельными палатками. Рядом с колбасными изделиями можно увидеть и светодиодные фонари. Предприниматели только и успевают отвечать: в комплексе эти товары не продаются. Просто завод светодиодных изделий в Малгобеке и КФХ Ярыжев соседствуют друг с другом на выставке. А вот что касается меда, то здесь другим регионам с Ингушетией соперничать сложно. Полезные свойства этого продукта знают все, но напомнить о них лишним точно не будет. Мед, он полезен, нектарный чистый мед, он очень полезен. Это как лучший лекарств всякого, потому что это природный продукт, ни на что отрицательно не влияет, а лечебные свойства неописуемы. Очень хорошая продукция чистого меда. Здесь и перспективный промышленный локомотив республики. Заводы по производству полиэтиленовых труб и железобетонных изделий также представили свою продукцию на форуме. Несмотря на то, что открылось предприятие не так давно, спрос уже есть и немалый. Завод выпускает полиэтиленовые трубы для газа и водоснабжения от 16 до 630 диаметра. Продукция востребована по всему Кавказу, по югу России. Также наша продукция уходит и в Сибирь по железной дороге. Ежегодный региональный экономический форум «Деловая Ингушетия» – это площадка, где предприниматели могут не только представить свои товары и услуги широкой публике, но и завязать полезные знакомства, набраться опыта у коллег и заключить соглашение о сотрудничестве. Первым берет слово глава Ингушетии, он же и открывает форум. Инузбек Евкуров отметил значимость форума для нашего региона, учитывая потенциал во всех отраслях экономики. Я хочу сердечно приветствовать в первую очередь наших гостей и те, которые приехали, руководители из Москвы, с федерального центра, и особенно наших гостей, которые приехали сюда, предприниматели, которые приехали с регионов России. Форум приурочен к нашему юбилею, празднику республики, 25-летию республики. И уверен, что форум пройдет на высоком уровне, он с каждым годом набирает обороты, с каждым годом и масштаб представленных товаров, проектов впечатляет. И, конечно, мы уже можем в этом году делать определенную оценку, выводы, подвести итоги наших предыдущих и сегодняшнего форума. Председатель парламента республики в свою очередь пожелал удачи предпринимателям в реализации проектов и заключения взаимовыгодных соглашений. Год 25-летия нашей республики для нас это тоже хороший подарок. Я бы хотел поблагодарить всех предпринимателей, которые приехали из других регионов к нам в республику. Спасибо. Я думаю, что ваша поездка мы будем считать удавшейся, потому что будут заключены контракты. В числе гостей форума сегодня и заместитель директора агентства стратегических инициатив Ольга Левицкая также отметила, что за годы проведения форума Ингушетия успела стать площадкой не только для возможностей внутренней реализации товаров, но и экспорта в другие регионы. Я рада приветствовать вас на этом форуме. Агентство очень благодарит за высокую оценку деятельности нашей по оценке инвестиционного климата. У вас очень красивый край, и за последние 3 года я прочитала, что в 3 раза вырос туристический поток, и мне кажется, это то направление, которое обеспечит процветание республики, и желаю вам удачи на этом пути. Спасибо большое. После приветственного слова гости прошлись по павильонам. Предприниматели постарались организовать свою выставку как можно более красочно. Все они занимаются производством и поставкой строительных материалов, техники, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и народного потребления, тем самым поднимая уровень малого и среднего бизнеса республики. А где написано срок годности? Срок годности. Там написано 30 суток. Что-то там в углу там забили. Вот крышку снимай. 30 суток. Там, вот. Это сметана. А молоко? Молоко 9 суток. А это вот 9-10 суток. Там. А есть, которая маленького срока. Это очень ценится, когда маленький срок. Вот самый натуральный продукт 9 суток. Значит, молоко уже стоит без холодильника. Экология, качество, доступность по ценам и круглосуточное применение по всем направлениям.
Поэтому это наш приоритет. Удается за счет вот таких форумов заинтересовать туристов? Мы видим с каждым годом, насколько большее количество приезжает, смотрит и в том числе приводит свои предложения. Мадина Погорова занимается выпечкой хлебобулочных изделий уже не первый десяток лет и считает, что форум – отличная возможность для предпринимателей представить широкой публике свою продукцию. Я с 1978 года работаю в этой сфере. Мы занимаемся производством кондитерских, хлебобулочных изделий в большом ассортименте. Стаж работы большой. Спрос продукции у нас идет. На всех таких мероприятиях, где представлена наша республика, мы всегда стараемся принимать участие, представлять свою продукцию и представлять лицо Сунжинского района. Участвуют в выставке и гости из других регионов. К примеру, Шамиль Абдуллаев занимается реализацией чая. Здесь представлены все сорта для самого взыскательного любителя этого напитка. Шамиль Абдуллаев надеется заинтересовать своей продукцией и ингушских покупателей. Чай китайский, имеется также цейлонский чай, чаи лечебные у меня, от печени, от почек, общеукрепляющие для всего организма на основе лесных ягод и продукт натуральный. Я увидел этот форум в интернете, честно говоря, когда я был в Дагестане. И приехал, очень доброжелательно меня встретили тут. А тем временем в актовом зале ДК начинается пленарное заседание с участием главы Ингушетии. Обсуждают перспективы развития экономики в регионе. Юнусбек Евкуров, дав свою оценку, выделил несколько приоритетных направлений. Форум связан в первую очередь с тем, чтобы поддержать тех производителей, тех предпринимателей, которые не занимаются масштабными проектами. Это больше, наверное, связано с теми предпринимателями, которые находятся в среднем и малом среднем бизнесе, я бы так сказал. Такие форумы позволяют, во-первых, изучить опыт друг друга и каким-то образом даже и внедрять свои практики в регионы, как Кавказа, Северо-Кавказского федерального округа, так и в другие регионы России. Здесь состоялось также и награждение грамотами главы республики. Отметили тех, кто внес весомый вклад в развитие экономики региона. Лиянову Исьяту Магомедовну, начальника отдела некоммерческой микрофинансовой компании Фонд поддержки предпринимательства. Форум «Деловая Ингушетия» продлится еще 2 дня, в рамках которого планируется подписание ряда взаимовыгодных соглашений между ингушскими и предпринимателями из других регионов. Тамерлан Хамхоев, Магомед Урусханов, Новости 24.